Приехала в гости к Москве, чтобы признаться ей в любви. А сделает это давно покоренный нашей страной Филипп Дорес, известный французский шансонье. Артист вот уже десятки лет ездит с концертами по России. Он открывает для себя город за городом в самой глубинке. Однажды даже встретил здесь свою судьбу. Что дарит ему благодарные зрители, когда можно будет прогуляться по берегам Сены, не покидая Москвы, Александр Мостославский все узнал. Этот француз признается, Россия для него не просто любовь, это физическая необходимость. Филипп Дорес не скрывает, что приезжает в нашу страну зарядиться творческой энергией. Одни названия его альбомов чего стоят: «Славянская душа», посвящение Пушкину, «От Атлантики до Урала». Урал это для меня это сон. Я никогда не был там. Я хочу мечта, это мечта. Я хочу идти в Сибирь и посмотреть лак Байкал. Я очень хочу. И вот это первый шаг в Сибири. Ежегодный тур по России стал уже традиционным, причем выступать он предпочитает не в центральных регионах. Вот, например, на этот раз самый мощный заряд зрительской любви Филипп получил в Сыктывкаре. Это большая редкость, что в наши северные края залетают настоящие французы. Франция всегда ассоциируется с какой-то вот красотой, романтикой. А сам даже язык очень приятный. Большой шаг такой в развитии культуры нашей, чтобы человек такого уровня посетил нашу республику. Лучший отдых перед столичным концертом – прогулка по любимым улицам Москвы. Никольская – одна из них. Я очень люблю этот город. И я люблю гулять в центре, на бульваре. Мне очень нравится. И, например, вот эта улица похожа на шикарные улицы, как есть в Париже. В репертуаре Дореса классика французского шансона, песни Шарля Азнавура, Ив Монтана, Эдит Пиаф и Джо Дассена. Но и русская тема в его творчестве одна из основных. Свои песни артист пишет в стиле джаз-мануш, уникальном направлении европейского джаза французского происхождения, который характеризуется особой музыкальной гармонией и невероятно быстрыми гитарными партиями. Это гитара такие, и скрипка, и ритм. Роману Дореса с Россией более 30 лет. Он впервые приехал на гастроли еще в Советский Союз. Это было 5-недельное турне. Ташкент, Алмата, Баку, Сочи, Москва. Тогда же он познакомился со своей будущей женой. Начал изучать русский язык и культуру. Теперь сын Филиппа и Елены, Алексис, выступает вместе с отцом на одной сцене. Нынешние выступления Филиппа Дореса прошли в Самаре и Сыктывкаре, а заключительный концерт турне состоится в Москве в это воскресенье, 17 ноября, здесь, в Международном доме музыки. Александр Мостославский, Виктор Музалевский, Юрий Тюнев. «Известия» специально для РЕН-ТВ.